Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. По информации Центра управления регионом Якутии, вопросы, которые волнуют жителей в разных регионах Дальнего Востока, очень похожи. Всех дальневосточников в равной степени интересуют вопросы развития социальной инфраструктуры и различные бытовые вещи. Но есть и интересные запросы. Многие хотят развиваться, продвигать, например, внутренний туризм. И сегодня мы поговорим в том числе о том, что же объединяет жителей Дальнего Востока, с руководителем дирекции информационных проектов Фонда развития социальных инициатив Алексеем Бабковым. Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте. Чем занимается дирекция информационных проектов? Один из этих проектов, я так понимаю, это школа «Дальневосточный репортер», с которой вы, собственно, причина, почему вы сейчас здесь находитесь. Да, все правильно. Начнем с общих вещей. Если говорить в целом, мы занимаемся, вернее, помогаем реализовывать государственную информационную политику на Дальнем Востоке. Поэтому мы связаны с полпредством и с администрациями регионов Дальнего Востока. Что касается конкретного проекта, по которому мы здесь оказались, то стоит отметить, что необходимым и важным элементом нашей работы является в том числе повышение квалификации как медиаработников, так и сотрудников пресс-служб органов власти. Поэтому мы стараемся и делаем все необходимое, чтобы помочь им лучше разбираться в повестке, повышать их навыки для того, чтобы выдавать контент более высокого качества. Но называется проект «Дальневосточный репортер». Есть ли какое-то отличие у дальневосточного репортера от репортера, я не знаю, московского? Ну, не московского, давайте, не столицу возьмем, а там репортера краснодарского. Вопрос немножко некорректный в том смысле, что сами дальневосточники, как мы их называем, в данном случае вас называем, он не совсем адекватно воспринимается жителями, которые живут на территории регионов, входящих в Дальний Восток России. Потому что если, допустим, сказать жителю Приморского края, ты дальневосточник, и у вас есть очень много общего даже с жителям Якутии, я думаю, и те, и другие немножко не согласятся, потому что и те, и другие в первую очередь себя ассоциируют именно с той территорией, где они живут, и с той культурой, которая на территории доминирует. Поэтому в большинстве случаев мы говорим о том, что есть жители Якутии, у которых есть свои представления, которые продиктованы в первую очередь своей культурой, которая определяет их картину мира. Есть приморцы, у которых совершенно другая картина мира. Но при всем этом можно говорить о том, что действительно у жителей, живущих на территориях Дальнего Востока, есть нечто общее. И это общее проявляется на сопоставлении жителей этой территории с жителями европейской части России. Потому что они себя видят как жители очень отдаленных территорий от европейской части, которая накладывает определенные особенности восприятия того, что происходит в европейской части. И это, конечно, дальневосточников объединяет в некую субкультуру. Но внутри она начинает фрагментироваться. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И задать вопрос можно позвонить в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 05 02. Ну вот Дальний Восток. Смотрите, если покопаться вообще вот немножко в ментальности, да, очевидно, что у нас может быть что-то общее в том, что у нас большие территории, да, у всех на Дальнем Востоке, в принципе. Низкая плотность населения. Да, это правда. И, ну, как вот русская душа привыкла к просторам, да, и у нас в этом смысле вот прям раздолье. Вот. Но и также можно отметить, что на нашей территории никогда не было крепостного права, которое тоже отложило какой-то ментальный, наверное, все-таки отпечаток, след оставило свой. По поводу крепостного права это вообще очень сложный вопрос, потому что историки уже, скажем так, последней волны, современники, при рассмотрении проблемы крепостного права приходят к мысли о том, изучая документы того времени, что у нас очень много стереотипов восприятия крепостного права. И что крестьяне того времени были не настолько закрепощены, как это нам кажется. Да, было определенное соглашение в ряде случаев, но это образно не воспринималось так, как это видим мы сегодня. Поэтому здесь надо аккуратнее использовать такую вот историческую терминологию, потому что сегодня она во многом находится в стадии пересмотра.
То, что у вас есть особенности, безусловно, да, то, о чем мы говорили, очень низкая плотность населения. Есть в большинстве регионов менталитет, сформированный с особенностями заселения этих территорий. Это, естественно, имеет определенные исторические предпосылки при формировании менталитета людей, проживающих на этой территории. Есть достаточно большие коренные народы, как мы, допустим, говорим об этом в Якутии, которые определяют свой менталитет. Опять же, говорить о сравнении якутского менталитета с менталитетом жителя Сахалинской области, ну, мне кажется, сложно. Хотя, когда мы только начинали работать с Дальним Востоком, я в эту тему вошел в 2018 году, с чем мы столкнулись сразу? Мы постарались объехать большинство регионов в первый год, и везде примерно было одно и то же. Это то, что называется словом «островной эффект». Не потому, что все живут на островах, а потому что... Ну, даже мы говорим материк. Хотя, собственно, мы на самом материке резко континентальный, да, в глубине континента, если вот так вот по карте, то мы говорим на материк. Я говорю о том, что понятие «островной эффект», он многоуровневое понятие имеет в виду. Потому что вы островные по отношению к европейской части, потому что вы долгое время и логистически были сильно оторваны от другой части России. Ну и сейчас до сих пор. Но нас даже больше волновала проблема островного эффекта внутри Дальневосточного округа. Потому что к чему сводится эффект? К тому, что жителей, например, Сахалинской области не интересовало ничего, что происходит за пределами этой самой Сахалинской области. Более того, в ряде случаев, когда мы посещали территории, к нам относились очень враждебно. Потому что они считали, что мы вмешивались в что-то их такое личное, почти интимное, со своими правилами в чужой монастырь пытались залезть, пытались что-то выстроить и как-то их объединить, чего они на самом деле не хотели. Но вот сейчас, по прошествии нескольких лет, 4 лет, должен сказать, что в большинстве случаев все-таки островной эффект нам удалось преодолеть. И все это делалось простыми инструментами. В тот момент, когда мы людей вывезли, медиасообщество, пресс-службу, познакомили друг с другом, и они начали общаться, в этот момент эффект начал разрушаться. Поэтому, да, на уровне пресс-служб где-то как-то мы смогли его преодолеть, но я прекрасно понимаю, что на уровне жителей, обычных жителей, этот эффект, он никуда не делся. И вот эта вот самость региональная, она осталась. Конечно, создаются определенные экономические и социальные условия, в частности, допустим, облегчение передвижения. Она, в принципе, нарушает вот эти вот клише островного мировоззрения. Потому что как только человек выехал за пределы своей территории, все, у него, как это, якимена или взгляд расширяется. Он видит что-то другое, он это в другое начинает воспринимать, он начинает анализировать, и он уже становится человеком не просто своего региона, а, допустим, Дальнего Востока. Вот на этом этапе можно было бы говорить о формировании менталитета дальневосточника. Но это возможно только в том случае, если сами дальневосточники будут более активно перемещаться Внутри региона. округа, конечно. А этот процесс, он же был запущен, ну, по сути, не так давно. Вот «Аврора» начала работать. События, конечно, сейчас процесс усложнили, но было какое-то время, когда, в принципе, билеты были в необходимом количестве, в наличии, люди начали активно перемещаться внутри Дальнего Востока. Но тут еще есть проблема такая, что когда те же слушатели медиашколы покупали билеты, скажем, в Петропавловск-Камчатский или там в тот же Южно-Сахалинск, да, получалось, что большинство из них, ну, то есть проще лететь через Москву. Да, И это вообще вот, ну, как бы через всю страну туда, а потом вот... Вопрос же не в том, что это было проще. В ряде случаев просто не было других вариантов. Да, да, Когда, допустим, из Чукотки человеку надо было прилететь на Сахалин, он мог добраться только через Москву. Где Чукотка, где Москва, где Сахалин. Да, казалось бы, напрямую, но это же недалеко. Вариантов не было. Но с другой стороны, смотрите, вы ведь работаете с информацией в информационном поле, да, есть же такой эффект, как, скажем, ну, там, когда журнал «Афиша» условно, да, в Москве начал писать так, как будто это вот такая вот культурная столица и так далее, и, ну, как будто это модный вот для того города, которым он в итоге стал. Вот, то есть, вот, может быть, какой-то такой мультипликативный эффект может появиться, если вдруг сейчас постепенно информационное поле будет писать о некой дальневосточной общности, вот как будто бы она есть, и она потом настанет. Вот. Как вам такой подход?
Но вопрос же не просто надо об этом писать, а просто в том, что необходимо для этого создавать необходимые условия. И что значит Москва там, позиционировалась как культурная столица? В Москве были объективно созданы определенные возможности для культурного развития людей. Это концентрация университетов, это концентрация театров, кинотеатров и так далее. Та концентрация, которой в большинстве регионов Дальнего Востока просто не было. Поэтому и сложился такой стереотип. Но если на Дальнем Востоке это создавать, то ничто не мешает там, через 5 лет стать культурной столицей Дальнего Востока, допустим, Якутск. Если здесь будет вся необходимая инфраструктура, и люди для того, чтобы получить эти возможности культурного развития, Поедут сюда, Конечно, конечно. Вопрос возможностей. А информационно необходимо говорить, в первую очередь, о том, что хорошего, происходит, и, что человек может от этого получить. Он должен быть проинформирован о том, что что-то появилось. Потому что у нас часто происходит так, что что-то хорошее и, может быть, и делается, но люди об этом просто не знают. И в итоге и не воспринимают. В том числе и власть, которая даже что-то пытается что-то сделать, она априори плохая, потому что никто об этом нормально не рассказывает и не говорит. Власть разная. Просто надо находить хорошие вещи и о них вовремя людям доносить. Ну, то есть тот пресловутый позитив, позитивная повестка, как принято говорить. Тут, смотрите, если мы говорим о позитивной повестке, вопрос-то на самом деле, опять же, не линейный. Мы когда начали только создавать наш проект «Медиашколу», мы начали с анализа информационного пространства. И в итоге столкнулись с интересными вещами, которые корнями уходили в психологию. Даже не в определенные инструменты, которые присутствовали в информационном поле, которыми мы либо пользовались, либо не пользовались, либо эффективно пользовались, либо неэффективного. А вопрос ключевой оказался в психологии потребления информации. К сожалению, у нас мозг устроен так, что человек, как правило, более активное внимание обращает на информацию негативного характера. Опять же, психологи это объясняют тем, что когда мы видим, что где-то там у кого-то плохо, видимо, у меня все не так плохо, поэтому мне уже лучше становится. Но, тем не менее, мы пришли к результату, что большинство информационного поля было забито негативными новостями. А в итоге мы что получали? Абсолютно пессимистический настрой населения. Когда тебе все время вокруг говорят, что все плохо, ты начинаешь и сам думать, что все плохо. Если ты долго находишься во враждебной, скажем так, информационной среде, где говорят все время плохо, у тебя в итоге рано или поздно формируется желание отсюда уехать. Потому что тебе кажется, что где-то там, наверное, хорошо, если здесь все время говорят плохо. Идея была в том, чтобы показать и сделать условия для того, чтобы и здесь тоже было что-то хорошее. Но проблема в том, что люди очень неохотно потребляют, если мы так говорим, да, живем в обществе потребления, в том числе потребляем информацию. И уровень потребления позитивной информации намного хуже, чем уровень потребления негативной информации. И перевоспитать человека в этом плане очень сложно. А возможно? Конечно, возможно. Если людям показывают, что хорошее есть, и оно реально влияет на их жизнь, это постепенно начинает менять вектор нашего восприятия реальности. Он начинает из негатива потихоньку в позитив перемещаться. В конце концов, кто мы? Пессимист или оптимист? Если ты пессимист, у тебя будущего нет. Если пессимист, если оптимист, будущее появляется. Мы хотим, чтобы у нас было будущее. Ну, реалисты еще бывают. Значит, нам надо выращивать, видимо, оптимистов. И желательно, чтобы они не просто были оголтелые пессимисты, или, вернее, оптимисты, которые верят во все. Они должны уметь замечать хорошее. Что еще они должны? Что еще? А что они должны, если это информационщики, качественно работать? И это отдельная проблема. Когда проект создали, естественно, столкнулись с проблемой качества информационного контента, который производят пресс-службы. Что-то нам удалось решить, но проблем, конечно, еще очень много. И, к сожалению, очень часто тот материал, который пресс-службы выдают, он, к сожалению, не высоко конкурентен с точки зрения того независимого контента, который на рынок попадает. И ключевая задача – научиться писать не просто о хорошем, научиться писать о хорошем интересно. И это главная задача. Уметь работать со словом, уметь работать с мыслью. Потому что вот у нас буквально вчера был мастер-класс с пресс-службами, и мы на самом деле разбирали простые вещи. Брали пресс-релиз, написанный кем-то со стороны, разбирали люди другие. И я просил сделать на первом этапе две простые вещи. Выделить целевую аудиторию, на кого таргетирован этот пресс-релиз, и в одном предложении сказать ключевую мысль в этом тексте. И здесь оказалось самые большие проблемы, потому что в итоге мы приходили к тому, что люди не могут понять точно целевую аудиторию
Причем сидит там 50 человек. Из них треть видит одну аудиторию, треть другую, остальные третью. Ну, так же не может быть. Потому что если ты не можешь четко понять свою аудиторию, то релиз явно идет мимо. Он некачественный. Ты не можешь понятно донести свою мысль. Как и суть вырез одним предложением. Казалось бы, очень просто. А потом мы приходим к мысли, что в одном пресс-релизе, оказывается, забито сразу несколько мыслей. И внимание распылено. И информационно это не работает. Но про целевую аудиторию, не знаю, некоторые пресс-службы, мне кажется, имеют в виду, когда пишут эти релизы, даже не население, а либо другие средства массовой информации, либо свое начальство. Вот это, наверное, ключевое. К сожалению, самая частая проблема, мы объехали уже много регионов, иногда создается впечатление, что эти материалы, которые пресс-службы производят, они пишутся для системы внутри системы. Ну, люди как-то там сбоку. Задача-то не в этом. Задача в том, чтобы аудиторией, в конце концов, стали люди, живущие на территории. Власть-то, по идее, должна для них работать. Она должна их жизнь менять к лучшему, а не свою. Они выбранные люди, они назначенцы. Они должны «Слуги идти на эту народа» работу было с раньше определенной такое миссией, да, выражение. а не понятно для чего. А насколько сегодня можно сказать, что Дальний Восток становится действительно драйвером развития страны? Ну, то есть, я так понимаю, такая задача была поставлена, в том числе в 2018 году, когда вы этим занялись. Ну, видите, когда мы туда пришли, были при аудите обозначены сразу понятные проблемы. Во-первых, это экономическая, логистическая и демографическая, наверное, вот ключевые. Все они взаимосвязаны. Была плохая логистика, вот только мы привели пример, да, как из Чукотки долететь на Сахалин. Нормально, невозможно было. Сейчас-то вообще непросто, но уже полегче стало. Вот. Демография, ну, с ней была проблема. Демография была негативная, скажем так. Отток населения? Отток населения был очень сильный. И надо признать, что за последние... И прирост населения, естественно, был только в Якутии, насколько я понимаю. Опять же, правильно. там же все было очень нестабильно. Иногда прирастали, иногда там убывали. Но в большинстве регионов проблема была в том, что мы стабильно убывали. И люди же уезжали не просто так, их много не устраивало здесь, они считали себя брошенными. И в итоге на Дальнем Востоке запустили ряд программ, которые, мне кажется, во многом смогли переломить ситуацию. Ну, дальневосточная ипотека пресловутая, дальневосточный гектар. Да. Надо же понять, что эти проекты, они были здесь экспериментальные. Их не было больше нигде. На Дальнем Востоке обкатывали новые методы решения социально-экономических проблем. И вот по той динамике сокращения оттока населения, которую показали эти последние годы, можно говорить о том, что, в общем, эти программы, они стали работать. У людей появилась надежда на будущее. Но говоря про отток населения, тут надо понимать еще, что в применении ко многим территориям, да, это даже не то, что отток в том, что вот мне кажется, что здесь плохо, а, наверное, в Москве хорошо или где-то в Центральной России хорошо, я уеду туда. А есть такое понятие, как вообще психология временщика. То есть люди приехали сюда, ну, допустим, в Якутию, на север, там, на Дальний Восток куда-то, приехали работать на вахту или там заработать денег, да, ну, просто приехали заработать денег, чтобы потом вернуться обратно к себе на материк пресловутый и жить там на заработанные деньги с северной пенсией и в полном ажуре, скажем так. В полном ажуре. Эта тема, конечно, имеет место быть. Сейчас она, конечно, проявляется уже не в такой сильной форме, как это было раньше. Активное заселение Дальнего Востока происходило в первую очередь в советское время, потому что прям строили БАМ, поднимали целые регионы. Необходимо было заселить эти территории и удержать их, потому что пустые территории, понятное дело, несут ряд угроз. Но вот цель была освоить, а цели закрепить население здесь, видимо, не было. Почему? Были цели закрепить, потому что вот мы сегодня осуждаем все советское, а на самом деле в итоге мы с водой ребенка выплеснули. В советское время был создан механизм, который позволял в том числе людей здесь и удерживать. Те же самые надбавки, они же не просто появились, северные надбавки. Объективно жить на северных территориях сложно, сложнее, чем в южных. Банально просто хуже что-либо растет. Сложнее выживать. Стоимость энергоресурсов и потребление энергоресурсов намного выше, потому что у вас дольше отопительный сезон и так далее, и так далее. Естественно, создавались определенные и в советское время преференциальные условия для того, чтобы люди могли здесь жить долгое время и могли не просто выживать, а могли еще и откладывать деньги.
Чтобы на потом с покой. этими деньгами уехать обратно на Ну, материк. кстати, к вам в плане Якутии это в меньшей степени относится, потому что у вас здесь корни. И об этом все данные показывают, что очень много жителей Якутии, которые даже если уезжают куда-то на обучение, потом возвращаются. Поэтому ваш пример, он нетипичен для Дальнего Востока. С другими регионами, конечно, сложнее. Какие еще особенности есть у нас? Именно Якутии? Да. Ну, тут уже напрашивается мнение чисто психологическое, политологическое, потому что у вас очень важен фактор сильного лидера. Этот фактор не в такой степени работает в других регионах, а у вас это важно. У вас важен авторитет и сила лидера. И для того, чтобы какой-либо процесс пошел, должна быть инициатива лидера, который вокруг себя объединяет людей. Это ваша особенность. И ее можно использовать в силу, конечно. Во благо. А в чем основные плюсы вообще Дальнего Востока, вот по вашему мнению? Плюсы, в первую очередь, это, конечно, географические. И почему в том числе была сделана ставка на Дальний Восток в плане социально-экономического развития. Еще до всех этих событий, связанных с Украиной, стало понятно, что центр экономического развития перемещается на Дальний Восток, перемещается в Азию. Центр промышленного производства – это Китай. Китай наш сосед. Кто граничит с Китаем? Дальний Восток. Вот сегодня уже заявляли, не сегодня, не так давно заявляли о том, что на фоне разрыва товарных связей с Западной Европой товарооборот с Китаем буквально за несколько недель вырос на 40%. Наш центр экономического развития смещается на Дальний Восток. Сегодня это объективная данность. И в этом плане, кстати, можно говорить, что Дальний Восток становится центром экономического развития России, потому что основные партнеры у вас под боком. То есть теперь уже Теперь уже да. Теперь уже точно да. Но вы заговорили сами про спецоперацию. Тоже не могу не спросить у вас, как у политолога, ваше мнение. То есть, ну, действительно, России не оставили выбора. Там, и защитить Донбасс можно было только путем военной спецоперации. Смотрите, я, наверное, попробую ответить на ваш вопрос встречным вопросом. Я думаю, поиск этого ответа поможет вам решить эту дилемму. К моменту начала военной операции 770 тысяч жителей Донбасса имели российское гражданство, имели российские паспорта. Главная миссия любого государства, любой власти – защищать своих граждан. Я сейчас не хочу обсуждать по поводу верности либо неверности раздачи этого гражданства. Есть некий факт, некая данность. Да? Вот сегодня вы стали главой государства. Ваша главная миссия – защищать своих граждан. И тут вы получаете информацию о том, что через неделю на российских жителей Донбасса будет применена сила. Погибнет очень много людей. Я их вывезу на территорию России, своих граждан, на Ну, территорию это своей представьте, страны. как если бы... мне не нравится этот пример, но он вам будет ближе к телу, что называется. Что у вас какая-то проблема, я говорю, я вас спасу, я вас вывезу из Якутии. Вы мне что скажете? Это моя территория, здесь мои предки. Вы хотите разорвать мою связь? Я думаю, очень многие жители Донбасса ответили точно так же. Вопрос риторический. Патовая ситуация на самом деле. Вам необходимо решить, как защитить своих граждан. Многие просто говорят о том, что насколько рационально было делать удар первыми. Я не хочу об этом говорить. Не моя это компетенция. Я просто задаю вопросы, которые помогут вам осознать серьезность той ситуации, которая была. Наверное, в ситуации нам всем, но не нам, многим было бы проще из нее выйти и сказать, что вообще-то меня не касается, я лучше вообще уеду на Дальний Восток, подальше от границ. Но если ты глава государства, ты должен это решать. Ты от этого спрятаться не можешь. А насколько, по-вашему, сейчас действительно меняется мир в глобальном смысле? Я считаю, что он начал меняться слишком кардинально.
Потому что вот все последние годы мы жили в том, что называется общество потребления. И какова вообще была специфика этого общества потребления? Согласно разным данным, центр общества потребления находился и находится в Америке. Согласно разным данным, до 30% всех товаров и услуг потребляется страной, в которой живет около 5% населения Земли. Странная история, да? Причем, что эта страна при этом является одним из крупнейших мировых должников. В итоге, если посчитать на деньги, Америка потребляет сегодня в год товаров и услуг в 2 раза меньше, чем составляет ее внешний долг. Они потребляют в долг, проще говоря. Это же концепция мыльного пузыря. Его можно, конечно, раздувать. Доллар этому помогал. Но эта история рано или поздно должна была закончиться. На чем была основана, в принципе, американская политика? Это не секрет, об этом сами политики и говорили, разделяй властвуй. Твоя сила в том, что твои оппоненты не могут объединиться. Я считаю, что, в принципе, русская культура основана немножко на другом. Она основана на объединении. И сама форма нашего государства об этом и говорит. Мне, кстати, недавно в соцсетях мне очень понравился видеоролик, который, на мой взгляд, очень адекватно отражает текущую ситуацию, которая была заложена историей предыдущих веков. В этом ролике о чем речь? Выходил на первый план, допустим, житель Чечни. И он говорил: я русский, я чеченец. Выходил житель Татарстана, он говорил: я татарин, я русский. Ну и так далее, другие национальности. Речь о чем идет? Русский – это не Имя национальность, прилагательное. это форма объединения людей разной национальности, разной религии, которые могут жить в мире. И мы долгие века жили в мире. Это уникальная форма, которая на самом деле для Европы сложно воспринимаема. Поэтому, как это говорили европейцы с негативным настроем, что вот якобы Советский Союз был тюрьмой народов, кавычки. При этом забыли там говорить вторую часть, что Европа была кладбищем народа. Потому что история Европы очень часто складывалась так, что национальность некоторые просто вырезались под корень. Ну, тут мы выживали сообща. да, говоря о том, что вот Россия – это единственная империя, которой удалось сохранить свои колонии, да, в 20-21 веке, забывают немножко о том, что понятие колонии, то есть у англосаксов, да, там совершенно, ну, все ясно. Вот это вот бремя белого человека, это вот, ну, Киплинг еще про это писал, да, и отношение было совершенно ну, вспомним судьбу действительно там тех же коренных народов Америки, те же индусы, которые вот бывшая колония, да, дело в том, что они всегда, англосаксы, ставили себя выше цивилизованного человека по отношению к колониям. И так они, кстати, сейчас продолжают себя вести. Вот. Русские, когда приходили там, ну, тот же Кавказ взять, там, ту же Якутию, они старались, да, они объединялись с местными элитами, как нас там писали в советских учебниках истории, вместе порабощали, значит, местное население. То есть женились на тех же там, я не знаю, грузинских княжнах, там русские на якутах, вот, ну, вот так далее. То есть это были, ну, совершенно, и с местными элитами они общались как с равными. Вопрос же не просто равным. Посмотрите на историю. Язык национальных меньшинств, скажем так, в масштабе всей России, он сохранился в большинстве регионов, где это видно в Европе. Культура сохранена, национальности сохранены. Тут вообще надо понимать предысторию создания общества потребления. Ведь само понимание этого самого пресловутого общества потребления, оно выросло из-за понятия цивилизованные и нецивилизованные народы. Концепция общества потребления создана цивилизованной нацией Западной Европы и Америки. Просто проблема в том, что для них мы не цивилизованные. А дальше уже вытекает о том, мысль о том, что потреблять можно не только товары, не только еду и одежду. Потреблять можно все, в том числе и людей. Что делала Америка за последние там, 70 лет, когда происходили военные события на Ближнем Востоке, где была война в Ираке,
потом Сирия, была борьба за ресурсы. И в этой борьбе цивилизованное общество потребляло целые народы, потому что масштаб потерь человеческих, он просто колоссальный. Только в Ираке говорят, что по официальным данным после этих событий, связанных с вторжением Ирака, погибло там 400 с лишним тысяч, а неофициально говорят до миллиона. Что это как не потребление людей? И это к чему? То, что сегодня происходит на Украине, ну, уже не секрет, что многие говорят о том, что это во многом было инициировано, в том числе и тем самым цивилизованным обществом. Тут тоже происходит борьба за ресурсов для них. Для нас-то то, что происходит, невыгодно. Мы слишком много теряем. Слишком много теряет Украина. А кто не теряет? Видимо, Ну, тот, кто продает им оружие, тот, кто подальше, да. И в итоге мы приходим к чему, что как они потребляли жителей Ближнего Востока, так они потребляют и нас. Цинично, но факт так выглядит. Но если говорить о санкциях, которые сейчас они объявляют вроде бы как даже в ущерб себе. А кто вам Лишь бы сказал, не что работать. они объявляли санкции в ущерб себе? Во-первых, что из этих санкций объявлялось в ущерб Америке? Я вам так скажу, то, что я сейчас вижу, Америка от этих санкций очень неплохо выигрывает. На всем этом фоне о том, что Америка настаивает на запрещении инициативы отказа от закупки российского газа и нефти в Европе, за последний месяц экспорт российской нефти в Америку вырос на 40%. Мы о чем говорим? Кому-то можно, кому-то нет. Есть более цивилизованные, есть менее. Невыгодно Европе, выгодно Америке? По большому счету, да. Можно и так сказать. Просто сейчас уже на эту шахматную доску глобальную уже стала попадать и Европа, да. Просто, видите, в борьбе за эти ресурсы, этих ресурсов становится все меньше и меньше. И таким образом поляна, на которой происходит сражение интересов, становится все меньше и меньше. И в эту поляну в итоге сегодня попала и Европа, в эту игру НАТО и Америки. Просто мы слишком эмоционально все это реагируем и этого не видим, потому что нас беспокоят проблемы, которые вокруг нас. Как мы можем мыслить о таком глобальном большом? В этом-то вся и проблема. Ну, об этом же тоже должен кто-то думать. Да, вопрос не в том, что об этом надо думать, а просто в том, что даже если ты понял, ты не понимаешь, а что с этим делать. Твои же проблемы от этого никуда не исчезли. Тебя это волнует? Можешь ли ты эмоционально не отвечать на те вызовы, которые связаны лично с тобой? Очень сложно. Как там в Библии, да, ударили по левую, поставь правую? Попробуй, непросто. А газ за рубли? Отличная схема, на мой взгляд. Тоже я не вполне эксперт по этой теме, но я, в принципе, неплохо знаю историю. А что нам говорит история? История нам говорит о том, что, в принципе, могущество американской валюты как кровеносной системы общества потребления, именно так оно и выглядит, было заложено после Второй мировой войны. Началось с того, что доллар был признан международной расчетной единицей, который был привязан, жестко привязан к золоту. Можно было обменять доллары по фиксированному курсу на золото. В любой момент. И вроде бы да, это всех устраивало. Но проблема в том, что со временем долларов напечатали столько много, что золота стало не хватать. И кризис этой системы произошел в тот момент, когда Шарль де Голль, накопив примерно там, $1,5 миллиона, потребовал, чтобы Америка обменяла эти доллары на золото. И вот тут случился казус, который привел к тому, что Америка отказалась от привязки доллара к золоту. В этот момент система мировая начала шататься, и система доминирования Америки на международной арене. Но тот же Никсон, который отказался от привязки доллара к золоту, он же этот доллар и спас. И спас в начале 70-х годов. Благодаря тому, что он, кстати, в тайне договорился с Саудовской Аравией о том, что универсальной валютой и расчетов за нефть станет доллар. И таким образом основным активом, обеспечивающим стабильность доллара, стала не экономика Америки, стала нефть. А в конечном счете не только нефть, все ресурсы, потому что в долларах все рассчитывается. Нефть, газ, металлы, уголь. Все, что продается за рубеж, как правило, рассчитывается в долларах. Получается, те страны, которые закупали эти ресурсы, они закупали и американскую инфляцию. В этом плане я считаю, что
С точки зрения истории мы повторяем примерно то, что сделала Америка, обеспечив стабильность своей валюте. Только мы обеспечиваем стабильность рубля. Абсолютно правильная история. А насколько вот с точки зрения истории это похоже на Карибский кризис, с другой стороны? Но, конечно, чем-то похоже. Нельзя говорить, что это одно и то же, потому что все-таки немножко разные ситуации. Тут какие аналогии приходят на мысль? Давайте начнем немножко с другого, чтобы было, наверное, понятно и слушателям. Безопасность в мировой системе, мирового общества после Второй мировой войны фактически была основана на ядерном паритете. Что такое ядерный паритет? Это уравновешенные силы противостояния стран Варшавского договора тогда и Североатлантического альянса. В том числе необходимой частью этого баланса была возможность страны, которая могла потенциально пострадать из одного из блоков от ядерного удара, нанести ответный удар, который будет непоправим, скажем так. Перемещение средств доставки на слишком близкое расстояние к той или иной стране, особенно центру того или иного мира, там западного либо восточного, ну, условно говоря, да, Америка, там, условно, западный мир, Советский Союз, восточный мир, создавала угрозу того, что страна, которая будет подвергнута агрессии, не успеет сбить достаточное количество боеголовок Ну, чтобы нанести... и не сможет нанести непоправимый ответный урон. В этих условиях создавались обстоятельства, при которых соблазн нажать кнопку очень велик. Если ты можешь уничтожить врага и не получить адекватный урон, ну, почему бы не воспользоваться? Опять же, посмотрим на историю. Почему мы реально опасались, что НАТО могло к этому прийти, размещая или попытавшись разместить свои ракеты на Украине? Потому что за последние 70 лет в мире произошло примерно 50 войн. 20 из них так или иначе были развязаны Америкой. Им не привыкать. Это статистика. Поэтому в этом плане аналогия есть. Действительно, угроза размещения на Украине средств доставки и наличие самого ядерного оружия, которое потенциально могло там появиться, создавало реальную угрозу атомной войны в будущем. И это одна из причин того, на мой взгляд, почему все пришло на Украину так, как оно случилось. Слишком был бы высок соблазн эту кнопку нажать. Ну что ж, время у нас подошло к концу. Спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.